Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодняшняя наша тема – текущее состояние судебно-правовой реформы. В гостях у нас известные правозащитники, которые не первый год занимаются проблематикой в данной сфере. И мы уже, кстати, не раз встречались. Рад еще раз приветствовать у нас в гостях. Но просто события последнего времени, они приняли характер такой распрямляющейся пружины. Многие отмечают там динамичность, но вопрос, идем ли мы туда, куда нужно. Да, потому что информационного шума очень много. И аппарат президента тоже в последнее время стал таким одним из основных инфомейкеров. Чуть ли не каждый день информация об увольнениях, об арестах. Но за всей этой внешней динамикой хотелось бы, конечно, не терять рассудка, да, и способности здраво смотреть и трезво оценивать происходящие вещи. Вот поэтому сегодня давайте поговорим об этом, обсудим самые последние новости. Ну, некоторые из них частью общества воспринимаются как знаковые, как позитивные. Рита, вам первый вопрос. Динара, собственно говоря, этот вопрос, он как бы тоже хочется вам его адресовать. С последнего заседания Совбеза прошло чуть больше 2 месяцев. Оно по-своему тоже оказалось как бы определяющим. Президент озвучил интересные, хорошо известные факты и до этого. Но самое главное, создалось впечатление, что кроме слов начались какие-то действия. Да? Предположим, если мы сейчас отделить именно судебно-правовой сектор, люди очень активно обсуждают увольнение судьи и вышедший потом в социальных сетях пост ее матери, которая тоже была раньше судьей, очень долго работала. И в этом посте был описан интересный момент давления над судьями людей из аппарата президента, из соответствующего юридическо-правового отдела, да, если я не ошибаюсь, он так, наверное, называется, и Генеральной прокуратуры. Конечно, рядовым гражданам трудно отделить, да, возможный вымысел от реального состояния дел, а вы, как юристы, как правозащитники, все-таки ближе к этому. Расскажите, пожалуйста, что в этом может быть правдой? Если это правда, какие должны последовать орг-выводы? И почему, собственно говоря, такая практика, несмотря ни на что, продолжается? И если принять пока это за истину, да, эта практика осуществляется достаточно циничным, наглым, открытым образом, да, когда люди не боятся манипулировать судьями, давить открыто на них, потому что, несмотря на всю совокупную сложность состояния с судебными и правоохранительными органами, мы все всегда признаем, что основа основ лежит именно в судебной системе. Да? Поэтому, может быть, сегодня именно поэтому немножко фокус мы сделаем именно на судебно-правовой нашей сфере. Спасибо за вопрос, потому что я на самом деле хотела в этом ракурсе тоже поговорить о судебной реформе, потому что самой большой проблемой сегодняшней почему мы считаем, что судебная реформа провалилась, она как раз таки заключается в том, что мы не смогли создать независимую судебную систему. Мы просто видим, что все хотят на нее влиять, давить и выносить нужные им решения. Но я бы не сказала, что это какой-то феномен кыргызского государства.
Мы изучали опыт судебных реформ других стран, даже были там, где она достаточно хорошо развита, в Малайзии. И там председатель высшего суда, он тоже говорил, говорит, на нас тоже давят. Но он сказал шикарную вещь, говорит, мы ежедневно боремся с давлением, вынося только законное решение. И в этом плане вот те события, про которые вы сказали, о том, что да, после выступления на Совбезе президента что-то начало как бы так вот двигаться, динамично более развиваться. Я здесь вижу, с одной стороны, да, такую позитивную, мы на самом деле эту инициативу президента поддержали, потому что все ждали, все хотят перемен, а было какое-то затишье после инаугурации. Вот заседание Совбеза, оно нам как раз таки пришло так, по духу, мы сказали, да, мы тоже хотим бороться с коррупцией, но какие позитивные и отрицательные посылы пошли после этого выступления. Позитивное то, что да, мы сказали, мы все поддерживаем, хотим, после слов требуем там каких-то дел. Что касается вот то, что я вижу, что происходит в правоохранительной и в судебной системе после выступления, негативный один момент. Вот у нас в стране не очень правильно оценивают результаты какого-либо труда. Вот в правоохранительной системе результатом являются количественные показатели. И это не есть хорошо, потому что за количественным показателем может стоять просто профанация. Процентомания. Да, и вот все хотят какие-то проценты выполнить, быть лучшими. И вот сразу после выступления Совбеза пошло прям повальное, они вот прям все дела подняли. Вот ко мне пришел один чиновник, который сказал, говорит, 8 лет, говорит, не могли в суд никак пригласить того заявителя, который на меня написал. И я уже на самом деле думал, говорит, что все уже это дело прекращено, потому что и принудительный привод, говорит, делали, не могли его найти. А тут, говорит, сразу после Совбеза это дело вытащили, не вызывая этого человека, которого не могли найти, говорит, мне, говорит, сказали, ладно, вот тебе штраф в 300 тысяч. Говорит, извините, 300 тысяч это для меня большие деньги. Мою вину даже, тут даже заявитель не явился, не могли доказать. Все, видео есть, а тут вот за один присест они вынесли этот обвинительный приговор, он был чиновником на каком-то пропускном пункте, и ему сказали, вот тебе штраф. То есть, с одной стороны, хорошо, да, вот он, количественный показатель, одно дело раскрыто, второй качественный показатель, в бюджет вернуться там 300 тысяч, да, за один судебный. И вот этого вот стало очень много. Вот буквально во все суды начали возвращаться потом дела, которые были ранее либо приостановлены, либо закрыты, потому что президент именно на них сделал акцент. Но мы снова начинаем говорить о том, да, что суд должен выносить только законное решение, он должен его всесторонне рассмотреть, и чтобы от его решения какая-то справедливость была. А когда начинают вот гоняться за вот такими показателями, мы видим снова же как бы негодование, они говорят, извините, вот такое происходит. С другой стороны, если говорить о Гульчихре Умуровой, да, которую как бы отстранили от должности, и журналисты начали задавать вопрос, потому что она была в списке, вот мы же 5 марта делали в поддержку инициатив президента, что вот мы хотим тоже поддержать борьбу с коррупцией, мы за очищение судебной ветви власти, такой марш был. Вы говорите на круглом столе, нет, а после него круглый стол был, да, и потом уже был митинг, марш такой, и там как раз вот мы выдавали такой некий список, и как раз таки Гульчихра Умурова тоже была в этом списке. И всем стало интересно, вот правозащитники или там гражданское движение выдало список, и тут уже вот первые. А вот эти два дела между собой как бы особо, увязку не имеют. Потому что, когда у нас спрашивали, по какому критерию мы вообще сформировали этот список, потому что было очень много желающих туда очень разных многих судов поставить. Мы просто сказали, вот этот список мы даем по единственному одному критерию. Это те, кто рассматривал иски по защите чести и достоинства президента, и вот эти вот многомиллионные иски, кто поддерживал. Других критериев и других судей мы вообще туда не писали. И вот она была одна из тех. По поводу ее увольнения. Кстати, вот в Октябрьском районном суде она была одна из первых, кто сказал, установите камеру у меня в кабинете. То есть установление камеры в кабинете, это как бы я за прозрачность. И мы сказали, ого-го, хорошо. И как раз таки благодаря тому, что в ее кабинете была установлена камера,
ее смогли снять с должности. Потому что вот то дело, по которому был вызван резонанс и послужило и основанием для ее увольнения, это было незаконное увольнение прокурора. Он подал в суд, и она говорит, мое решение, когда я говорю, восстановите его в должность, оно законное. Но прокуратура, раз она уволила, зачем им обратно восстанавливать, выплачивать компенсации. Тут она вытаскивает это видео, где вот вторая сторона, вот человек уволенный, заходил к ней в кабинет, они долго разговаривали, это все показывает, и это основанием для того, что у нее не безупречное поведение. Если бы это судились бы обычные люди, если даже будет установлена эта камера, получить эту запись практически невозможно. То есть снова получается, да, мы делаем какие-то полумеры. Мы можем установить камеру, но не быть видеопротокола. А судятся люди, они хотят, чтобы был видеопротокол, чтобы каждое слово, сказанное в суде, оно где-то было запечатлено. Этого всего не делают. Здесь то же самое. В кабинетах, может быть, у кого-то установлены камеры, у кого-то нет. Но даже там, где установлены, если вдруг вторая сторона увидит, что их оппоненты заходят к судье, и они скажут, дайте нам видеозапись, это только с разрешения прокуратуры, и прокуратура в основном отказывает. То есть, с одной стороны, да, это очень хороший показатель того, что техника и технология могут противостоять коррупции. С другой стороны, то, что мы всегда занимаемся вот этими полумерами. И на сегодняшний день сказать, что вот пошли какие-то там кардинальные движения в правильном направлении, нет. По большому счету это просто пока что такая кадровая перестановка, да, убирают людей, которые поддерживали не совсем правовые методы борьбы с коррупцией. Мы рады, но мы хотим сегодня и сейчас закабалить основные такие принципы и критерии, по которым это должны быть демократичные принципы, это должно быть в направлении независимости судей, потому что люди считают, что вот раз они пришли к власти, то вот у них должна быть такая вот возможность давить на этот суд, и суд должен выносить те решения, про которые они говорят. Вот этого допускать нельзя. То есть мы не хотим снова же получить то же самое, против чего мы и боролись. Вот поэтому на сегодняшний день говорить, что там что-то очень начало сдвигаться с мертвой точки, пока что рано. Да, кадровые перестановки нас радуют, но мы готовы дальше говорить о том, что куда нужно двигаться, и готовы мониторить далее. Вы знаете, я хочу вспомнить в 2005 году, 24 марта, мартовская революция, или тюльпановая революция, как ее говорили, когда был захват Верховного суда женщинами, помните? Это было символично, потому что они пришли протестовать против судебного беспредела и против того, что вообще случилось с судебной системой, потому что там тоже было преследование политических оппонентов, гонение на свободу слова, выражение гражданских позиций, да, то есть вот это все было. И, конечно же, передел ресурсов, когда вот это отбирали, конфисковывали, наверное. То есть, понимаете, наша судебная система, она, в принципе, уже имела эту историю, когда граждане в гневе уже и врывались в здание и захватывали его. Мне кажется, надо было давно тогда повесить все эти фото на входе у Верховного суда, наверное, чтобы помнили. Мы очень быстро, наверное, забываем. А судьи, по-моему, вообще очень быстро забывают, потому что они снова возвращаются. Как только появляются перемены, а перемены, они у нас очень-очень короткие, у нас так быстро все происходит, события очень быстро развиваются. У нас получается давайте вот так решим, да, что до 31 марта, в принципе, да, ничего не случилось. Потом этот съезд и так далее, и как-то так все стремительно пошло, и поэтому мы не знаем, когда это может сразу остановиться, когда это все обратно вернется на круги своя, да, и поэтому все это прекрасно понимают, потому что нигде не проговорено, какие реформы или какие изменения произойдут в судебной системе, что сделает президент, что сделает парламент. Пока идет только так: наказать, привлечь к ответственности, уволить. А что дальше? Хорошо, вы приведете других судей, и будет, если не Манас Арабаев, а другой.
Мы не получили этих ответов, понимаете? И мы ждем же, и мы все время ждем, что как-то это будет. И мы все ждем, что после письма этой Гульбары Умуровой, которая об этом написала, и писала-то она не именно о Манасе Арабаеве, она его привела просто как пример. И даже, знаете, она там его прописала же именно не так, что это проблема, а она же типа вот они же нам диктовали, я не виновата, да, и дочка моя тоже не виновата там, ну, что-то такое. И вот это-то больше всего и поражает. Меня это больше поразило в посте этой Гульбары Умуровой, что она это не рассматривает вообще как преступление, я не знаю, да, как нарушение вообще законности. И в этом случае люди, которые его прочитали, все, которые все отписали, столько комментов она получила, я считаю, что она все это прочитала. И, может быть, даже спасибо ей, что она вообще написала это письмо, потому что, может быть, это все бы дальше продолжать замашивать. Теперь мы знаем, теперь мы конкретно, если даже как бы это все проговаривалось кулуарно, по крайней мере, это теперь в СМИ опубликовано, в соцсетях это обсуждено, и мы, знаете, ждем этой реакции, когда этого Манаса Арабаева, то есть его идентифицировали. Если он раньше просто был Манас, какой-то дух, да, который царил в судебной системе, да, то теперь мы его идентифицировали. Это конкретный человек. И в этом случае мы ждем, что его привлекут к ответственности, чтобы неповадно было другим. И я сегодня слышала в парламенте, Дастан Бекешев поднял этот вопрос. Поднял этот вопрос, это про письмо Гульбары Умуровой, и что этот вопрос нужно обсудить. И я надеюсь, что парламент, который вчера рассматривал отставку Индиры Джолдубаевой и при этом привлечение к ответственности и создание специальной комиссии, я считаю, что все вопросы по политзаключенным, которые парламент и парламентская комиссия сейчас все соберут, все эти факты, там выплывут не только имена прокуроров, но, наверное, этот Манас Арабаев вылезет, и, возможно, и другие лица во власти, приближенные к экс-президенту, и, возможно, фамилии судей. И я считаю, что должна быть очень, скажем так, конкретный какой-то план, да, привлечения их к ответственности. Это не так, что их уволили. Я еще раз говорю, увольнение – это избежание наказания. И пока мы будем отправлять этих судей в увольнение, они всегда будут знать, а что мне грозит за то, что я нарушу закон? А что мне грозит, если я исполню политический заказ и в отношении там Кактуса или Нарнаипа, да, сейчас же, без рассмотрения ничего, сразу же напишу решение, да, вот, что их нужно всех конфисковать имущество. И в этом случае их нужно привлекать к ответственности. И я считаю, что это правильно. Да, конечно, нам говорят, что судьи это самые безобидные, что это на самом деле самая страшная прокуратура, самый страшный Манас Арабаева. Но, извините, судьи, да, выносят решения от имени единственной, да, по-моему, это орган, который от имени Кыргызской Республики. И если там нету безупречных людей или нету даже сопротивления или попыток этого сопротивления, то, извините, вы не можете вершить правосудие. Динара, вы совершенно верно заметили, что вот ключ проблемы, наверное, лежит вот в давно выстроенной системе наказания за проступки. То есть когда самым большим наказанием для чиновников, для тех же судей становится просто лишение должности, работы. В этой связи я думаю, да, что вот увольнение генпрокурора, которое буквально вчера прошло, состоялось, и это событие общество, наверное, еще долго будет обсуждать. Да? Вчера в социальных сетях просто был взрыв эмоций, откликов, оценок, анализа такого первоначального. И вот что вот красной нитью рефреном проходило через все мысли пользователей соцсетей, что
чем на самом деле явилось это увольнение, да? Если это признание каких-то ошибок, почему не были озвучены эти ошибки? То есть в чем допустил ошибки генпрокурор? В чем она, может быть, там превысила свои полномочия, да, а возможно где-то прямо нарушила законы. И вот эта какая-то двусмысленность, недоговоренность у многих оставила впечатление просто чисто о кадровой смене, да, декораций, действующих лиц, потому что политологическое сообщество, оно еще зимой говорило о том, что первым шагом для президента будет усиление личного влияния и подбор своей команды. Вот как, на ваш взгляд, вот можно расценивать вчерашнюю отставку? На самом деле и отставка председателя ГКНБ, и вчерашняя отставка генерального прокурора, она на самом деле для людей, которые вот давно, ну, на протяжении особенно последнего года, да, вот, когда мы видели, как массово, нагло, попирая не только законы, но и внутренние там пленумы Верховного суда, выносились решения, мы на самом деле это восприняли как очень хороший знак, потому что на самом деле вот Генпрокуратура, милиция и ГКНБ — это те ключевые органы, с помощью которых может влиять президент на какие-либо другие органы. И мы понимали, что эти кадры — это были кадрами экс-президента, но вот вчерашнее увольнение, когда ну вот председателя ГКНБ президент может сам уволить, а генпрокурора только если это поддержит Жогорку Кеңеш. И вот интрига как раз была в том, что вот мы хотим строить парламентаризм, и мы должны быть логически вот идти к тому, чтобы парламент там родился, встает на ноги, крепнет. И именно вот в парламенте должны звучать основные посылы, куда двигаться, или основные вопросы того, почему мы увольняем, да? И, конечно, мне понравилось, там какие-то были очень-очень слабые попытки задать вопросу представителю президента, да, а почему президент решил это сделать? Потому что есть два способа, когда Жогорку Кеңеш сам может, и по большому счету, если бы даже президент не представлял бы такое, не сделал бы такое представление об увольнении, они 2/3 могли бы, да, в принципе, 105 человек, это больше, чем 2/3. Они бы давно могли. Да, они бы давно могли бы, да. А когда президент представляет, там вообще нужно, ну, абсолютное большинство, там 61 голос. И вот вчера, когда вроде представление было, мы сразу сказали, так, нужно меньше голосов. Что же будет, да? И вот была слабая попытка задать вопрос. И что мне самое главное, да, даже аппарат президента, да, они не удосужились так тщательно подготовить, да, этот документ, чтобы сказать, по каким грубейшим основаниям Жолдубаева Индира Рызбаевна не может занимать этот пост, продолжать. То есть они так начали переглядываться, то есть они были не готовы. То есть аппарат президента был вообще готов к тому, что вообще никаких вопросов не будет, и все кинутся поддерживать. Вопросы небольшие были, и когда вот увидели, что ответов по большому счету на этих вопросов нет, а есть просто представление убрать, то сказали, о чем мы будем спрашивать, все равно Индиры Рызбаевны здесь нету, вот давайте прекратим задавать эти вопросы, а просто возьмем и проголосуем. Ну и для многих это стало спасением, и они взяли, просто проголосовали. Это для нас не очень как бы такой позитивный момент, потому что мы реально хотим, чтобы развивался парламентаризм. Лично я хочу, чтобы Кыргызстан был, я не знаю, примером для хотя бы наших соседей, как идеи, всякие инициативы созревают и реализуются именно в парламенте, чтобы это все бурлило в парламенте. Но если они раз там согласительную какую-то политику ведут, да, ну давайте не будем обсуждать, ну давайте, все взяли, там за каких-то 1,5 часа все порешали, и это на самом деле выглядело не очень
Кстати, оказывается, когда ставили Индиру Рызбаевну, тоже 105 было за и 2 против. И увольнялись точно с таким же результатом. И стало на самом деле, ну вот, знаете, такая неудовлетворенность и небольшой такой страх. Теперь вот смотрите, ключевые посты как бы освобождены, теперь придут другие люди. Очень тревожно о том, кто может прийти. И это реально тревожно, потому что все понимают, что это ключевые посты. И снова произойдет такая же ломка, как и с президентом Атамбаевым, да? Поставить таких людей, которые будут продолжать делать то же самое, что и Жолдубаева. Нет, используют эту же систему, да, это но же только уже в своих целях. Да. Да. Теперь уже стало вот за это тревожно становится. А если бы, власти да, если бы все-таки парламент показал бы, там, а что было сделано, что в прошлом году, они же каждый год же отчет генпрокурора как бы утверждают, да, и они могли бы сказать, вот, в позапрошлом году мы ей давали задание исправить это, в прошлом году мы ей давали задание исправить это, этого не произошло, мы видели там такие-то дела, но тогда бы мы увидели бы, сказали бы, вот он, парламентаризм, там, чистой воды, да, и в этом плане вот осталось такое послевкусие, да, такой вот неудовлетворенности, вот хотелось бы, потому что, понимаете, то, что происходит в парламенте, это же такое, имеет, ну, как бы просвещенческую тоже функцию. Народ должен знать, чем должен заниматься прокурор, в каких отношениях он что-то там не допускает. И люди смотрят. Вчера в прямом эфире все сидели, работали, но краем уха сидели и слушали полемика, о чем будет идти. И когда это все очень быстро закончилось, ну, такое вот чувство, да, что, какой у нас хороший президент, он быстро там всех подогнул, все быстро это решили. И тогда снова место парламента и парламентаризма вообще в системе, вот этой системе сдержек и противовесов. Вот поэтому я думаю, что сейчас пока не назначены главы, сейчас пока все непонятно, мы должны все-таки сказать, от чего мы хотим. Вот лично я, пользуясь, да, этим эфиром, я хочу реформу в системе ГКНБ. Он наделен чрезмерными полномочиями, и как раз-таки вот эти полномочия, они не дают права суду стать независимым. Предположим, то, что все должностные преступления переданы, следствие передано ГКНБ, оно автоматически, как бы дает в руки президенту, хотя там есть такие инструменты, это и парламентский контроль, это и определение политики ГКНБ в правительстве, но все равно все это отдано на откуп президенту, и ГКНБ спокойно может возбудить уголовные дела на всех судей, на всех депутатов и этим манипулировать. Вот поэтому... Под предлогом борьбы с коррупцией. Да, та же коррупция. И тогда мы уже будем говорить о том, что ничего не поменялось, снова сильный президент, как раз таки вот с этим инструментом ГКНБ. И снова мы все будем под дудку одного человека плясать, хотя мы хотим строить парламентаризм. Вы знаете, вот, если я просто продолжу мысль Риты. У нас судебная реформа реформируется все годы независимости Кыргызстана. Но Генеральная прокуратура, ГКНБ, МВД у нас вообще не реформировались. И в этом случае, когда мы все время пинаем судебную систему, потому что она третья ветвь власти, извините, да, и есть вот эти 3 государственных органа, которые вообще-то ниже этой судебной ветви власти, но тем не менее они берут над ней контроль. И то, что это допустили именно парламент и аппарат, президент, да, и правительство, наверное, тоже, и создали из них таких страшных монстров, нереформированных. Я считаю, что это действительно сейчас должно быть изменено. Мы не можем сейчас поменять только людей в этих системах, да, и оставить все так, потому что тогда ничего не изменится. Будут другие Манас Арабаевы, будут другие Гульчихры, Оморовы, я не знаю, то есть, да, или те же Индиры Жолдубаева. Будут другие, но система эта останется, и она будет гнобить и ломать судьбы людей, да, по одному звонку, по деньгам. И в этом случае я думаю, что мы должны, вот то, что мы хотим, мы будем требовать реформ.
Мы хотим реформы ГКНБ, мы хотим деполитизации, чтобы ни одним политическим делом ни ГКНБ, ни прокуратура, да, то есть это они не политизировали вообще какие-то вещи и не использовались против политических оппонентов и гражданских свобод. Потому что мы действительно видим сейчас, сколько коррупции. Этот ТЭЦ, он столько всего нам открыл глаза, да. То есть если мы как бы смутно для себя понимали, что есть коррупция, но что она в таком масштабе вообще существует, это все делается, вот как вы говорили, цинично, открыто и откровенно, огромные деньги делились, и эти плоскогубцы за $600, вы знаете, я считаю, что ГКНБ не выполнила свою миссию по борьбе с коррупцией. Генпрокуратура не выполнила эту миссию, и поэтому это все нужно сейчас пересматривать. То есть не менять просто человека и привлекать его к ответственности, а пересмотреть всю эту систему, потому что она вся загнившая, и вот она продолжает влиять на судебную систему и на нашу жизнь тоже. Поэтому должно быть парламент, да, он какой есть этот парламент, да, то, что вчера действительно там все так единогласно голосовали, но, понимаете, им зато хватило понимания пригласить эти все политзаключенные, создать комиссию, да, и рассмотреть все эти дела, потому что вот столько крика постоянно было, да, против этой несправедливости. И я думаю, что парламент хотя бы вот эту миссию, если он соберет факты, поэтому даже если аппарат президента, выдавая основания не смог выдать основания для увольнения, то парламент его соберет достаточно. И я думаю, что такую же работу нужно проделать и по ГКНБ. Потому что вот так он в отставку ушел, и никто о нем не говорит. Абдиль Сегизбаев, мы должны об этом говорить, мы должны о нем говорить, мы должны рассмотреть все дела, которые он делал, тот же Белизгейт и все остальное. Поэтому я считаю, что эти люди должны быть в отношениях, все эти основания конкретно есть, но их нужно только просто собрать, да, и нужно делать люстрацию. Я не знаю, не то, что люстрацию, эти люди больше никогда не должны попадать в такие органы. Мне кажется, это очень важно, потому что мы видим, как они всплывают через некоторое время. Да? И вот чего мы боимся, потому что это все потом обесценивает все вот это то, что сейчас делается. Вот на сегодняшний день все равно суд должен понимать, что они являются отдельной ветвью власти. И если они сами не поймут то, что они власть, и то, что они могут приструнить все другие ветви власти, включая президента, то только тогда начнется вот эта вот борьба. То есть за независимость должны начать бороться они сами в первую очередь. Не мы должны говорить, там, судьи, там, поднимите голову, а они должны сказать. Каким образом? Вот у меня вот в жизни, да, была такая очень шикарная практика, когда Министерство образования, судья второй судебной инстанции, вынесла частное определение и сказала: прекратите выносить срочные трудовые договора в системе образования. И представляете, если бы это решение Верховный суд не отменил бы, это частное определение, на сегодняшний день огромное количество конфликтов, связанных вот с этими 6-месячными, одногодовыми срочными трудовыми договорами, они просто бы ушли бы назад. Этих проблем бы уже не было бы. На сегодняшний день, например, вот мы видим, ГКНБ, с тех пор, как им передали вот следствие по должностным преступлениям, они начали необоснованно засекречивать дела по пыткам. Представляете, пытки — это самая большая боль у нас, да? По ним такая вот идет работа, потому что люди начинают бороться с системой. Это же милиционеры, это люди в погонах, да? А тут они говорят: закрытое дело. Все, как только засекречивается, ни наблюдения мы не можем об этом писать, говорить. Это же страшные вещи, да? И сегодня суд должен сказать: так, следователь ГКНБ, есть всего 3 основания, по которым дела могут быть засекречены. В вашем случае это не подпадает. И выносить частное определение на следователей ГКНБ. И тогда уже все другие следователи не будут засекречивать. То есть на сегодняшний день у судей есть все инструменты для того, чтобы всем другим ветвям власти доказать, что они являются реальной ветвью власти. И только законное решение может их спасти. Посмотрите, вот сейчас депутат Зулушев. В свое время его уволили
уволили якобы за то, что он там выносил не то решение, там, не соответствовал там, должности судьи. Он сегодня депутат, и он сегодня может прямо в лицо смотреть и говорить: на тот момент я считаю, что мое решение было абсолютно законным. Все, если будет законное решение, может быть, сегодня его уволят, но зато у него совесть будет чиста, и он будет все время говорить: пожалуйста, проверяйте, перепроверяйте, мое решение было абсолютно законным. Вот поэтому я думаю, что вот эта вот практика вынесения частных таких определений на госслужащих, это шикарный инструмент для того, чтобы вот их в чувство приводить, вот те, кто выходят за эти нормы законов. Поэтому я думаю, что все в руках судей самих. Да, и поэтому, вы знаете, когда судьи нам плачутся, говорят: мы бы с удовольствием отправляли бы правосудие, но вот как бы есть проблемы, да, там. Но это не уменьшает их ответственности за то, что происходит в судебной системе и за провал этой реформы. Поэтому мы считаем, что судьям надо перестать лицемерить и говорить о том, что они бедненькие, хотят по закону, а на самом деле им не позволяют. Все позволяет, вот Рита это тоже говорит, все позволяет. Тут нужен дух, это должно быть действительно мужество, да, быть просто честным и работать по закону. Вот буквально утром прочитал в Твиттере у известного общественного деятеля Идиля Вайсалова информацию, которая, меня лично она шокировала. Он поделился данными о последнем рейтинге Freedom House, где Кыргызстан, который прежде обладал статусом частично свободной страны, он перешел в разряд консолидированных авторитарных режимов. И он там объяснил, что причиной смены статуса Кыргызстана стали судебные решения против прессы. Это вот как раз-таки то, о чем говорили наши гости, когда говорили о большой ответственности судов и то, что она является действительно властью. И вот то, как суды себя вели во время судебных процессов против Занозы, против Азатыка, против телекомпании «Сентябрь» и другие дела, вот они насколько отражаются на таких глобальных вещах. А для контраста поделюсь еще своим личным наблюдением. Я помню, когда впервые удивился, какой большой проблемой является отправить работать судей куда-нибудь в отдаленные районы Баткенской области, Таласской области. Я говорю: как так? У нас же судейская должность считается престижной, почетной. У них всегда очень большие конкурсы, у них очень большие конфликты, когда они претендуют, да, через совет по отбору судей на то, чтобы быть назначены судьями. А люди, которые в курсе, они сказали, что туда, где нет возможности зарабатывать, судьи туда и не едут. Вот поэтому очень сильный дефицит и недокомплект судей в этих районах. Я просто боюсь даже перед собой сделать вывод, что нашим судьям, некоторым, по крайней мере, значит, не нужно ни торжества справедливости, ни соблюдения законности. Единственное, для чего они идут судьями, это личный материальный вопрос. Кормушка, как верно заметила Динара. И, конечно, пока такая ситуация не будет кардинально изменена, ничего не произойдет. Поэтому будем надеяться, что то, что это стоячая вода, да, последний низ баламутила, все-таки это не показатель борьбы за власть, а будем надеяться, что все-таки это начало каких-то действительно настоящих и позитивных изменений. Ну а пока будем за всем этим следить, да, и не прощаемся. До новых встреч, уважаемые зрители.